Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах. Хотя бы какую-то часть Корана. Хотя перевод. Так, 3 человека, 4, 5, 6. То есть, Корагас, если посмотреть на нашу жизнь, да, то Аллах вот в этой книге, это его слова, там 604 страницы. Он написал, как мы должны прожить вот этот мир. И что, если мы хотим быть счастливыми, пожалуйста, вот по этому закону живите, по этим правилам. И тогда у вас и жизнь будет вот в этом мире, бахадли, булашаксас, то есть будете счастливы. И также мы будем счастливы в том мире тоже. Из-за этого Коран – это наши инструкции. И Аллах в Коране говорит: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». То есть я создал джиннов и людей. Именно Аллах нас создал. Безден они Аллах сабаб кылдылар. То есть они сделали причину, это понятно. Но они там не заказывали «мя мола киряк» или «мя кыз киряк». Все. Не уголай тугель. Именно Аллах сам дает кому что надо. И Аллах говорит: я создал джиннов и людей, чтобы они мне поклонялись. То есть беренче максат, первая цель жизни вот в этом мире – это поклонение. И второе, как вот вы тоже правильно сказали, это испытание. Аллази халакал маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля. То есть Аллах, Он тот, который создал нас, чтобы проверить, испытать. В чем? Ничего лесес. Нәрседен ничек Аллах бізді сынап қарай. Как испытывает? Он нас испытывает, у которого из нас будут наилучшие поклонения, наилучшие дела. Ну и шло сынап қарай бізді. И из-за этого, если вот вы еще арабша білмейсіз, можно читать татарша, русша, проблем нету. Ознакомьтесь. И сегодня вот на первом уроке, да, хотел бы с вами поговорить о 3 правилах счастливой жизни. 3 правила, которые, конечно же, не от себя. Я их просто испытал на себе. А так, все это написано в нашей инструкции. Первое правило. Давайте перед тем, как перед правилом, да, сначала посмотрим, а кто такой мусульманин? Кем он мусульман? Ислам динин кабул итер үшін нәрсе эшләргә кирәк? А? Шахадат итер. Еще варианты? Подчиненный. Кто-то говорит, вот смотрите, кто-то говорит то, что надо сказать шахада, то есть ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах, кто-то говорит подчиняться, а до него еще первая вещь есть, первая ступень. Который верит. Правильно, вера. Ашану киряк. Самое главное – это вера. То есть человек может телом поклоняться всю жизнь, но основная вещь возвращается к сердцу. Безден юрек. Двигатель нашего тела, вот у многих, наверное, у вас есть машина, так ведь? То есть основная, как бы, двигатель, основная часть машины. Шулай бедины? У вас все, машина обармой. Из-за этого у человека тоже сердце. И вот здесь самое главное, надо поверить, то, что Аллах Тааля ул-бар, то, что Он существует, и то, что Аллах Тааля ничего. А? Берми, кем өшме? Бергене. Шешек біз, вот, кімніңдір әбилері, кімніңдір әтилері үйреткендер әйбет. Куль хуаллаху ахады. Әйт, ул Аллах бергене. Скажи, Он Аллах один. То есть, вот это первое условие мы должны уверовать. То, что Аллах, субханаху ва тааля, ул-бар, Он есть. И второе, то, что Он один. Даже простой пример. Семья – это что такое? Это маленькое государство, шулай бит? Гаиледе 2 директор була аламы? А? То
То есть в семье может быть два директора? Никак. Ики директор болса, все, сгаш башлана. То есть начинается переполох, непонятки. И во всем так. Пусть это будет какая-то маленькая компания или побольше, школа, садик, везде так. И меня буду да. То есть вот этот мир, который он совершенный. Посмотрите. Күн сайын кояш чыга. Яңгыр ява. Күннән соң түн килә. Кыштан соң җәй киләме? Юк, яз килә. Вот этот мир идеальный. И у него тоже есть свой директор. Кем? Аллах. Из этого вот первое, что мы должны понять, это именно вера, ашану. Второе, как вы правильно сказали, ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. То есть, телең белән белдеру, әйтү. И вот многие из вас уже получили здесь профессию, так у многих из вас есть диплом. Шла бы диплом. Кто-то там, наверное, сварщик, электрик, там разные. Когда вы приходите на работу, вы говорите, я электрик или я сварщик. И курсятась өзінің дипломын. И сізге в отделе кадров или айтар. Проблем нет, хорошо. Вот тебе испытательный срок. Докажи. Докажи. То, что ты сварщик или электрик или кемдер. И вот здесь у нас тоже татарлар без. Мы говорим, я мусульман, мин мусульман. А курсет мусульманлığını. Докажи. И вот здесь переходим сразу к третьему условию. Үшінші шарт бар. Ғибадат қылу. Ғибадат қылу. Әйтіп йөріп кенә булмый, жетмей. Не хватает просто сказать то, что вот я мусульманин и все. Yok. Первое уверовать, ашану. Икенчесе әйтү тел белән ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах. Өченчесе күрсәтү. Һәм иң мөһиме, то есть самое главное в жизни мусульманина нәрсә? Намаз уку. Намаз уку. Чөнки кемдер әйтә, тегендәге тормыш булмаячак ди. Анна бер кемдә кайтканы юк ди. Кто-то говорит то, что, вот когда ты ему говоришь то, что после этого мира будет следующий мир. Может быть, кто-то говорит. То есть, вот эти слова, как будто, кто-то верит, а кто-то и не верит. И тогда, и они еще говорят то, что, оттуда никто не возвращался. И закон такой. Если вот посмотреть, после того, как ребенок родился, вышел на этот свет из живота своей матери. У Киридан такой там, обратно возвращается, нет? Нет, никогда такого не было. Здесь то же самое. Когда человек умирает, он уже все, не возвращается сюда. Есть следующий этап жизни. Следующий этап. Вот жизнь в могиле. Барзах ты батала. И потом уже судный день. Ахират күні. И вот посмотрите, просто вокруг себя, как вот в этом мире все слаженно работает. Нету никаких упущений, недостатков. Хайваннар дүниясы болсын, судағы дүния болсын, өсімліктер болсын, нету недостатков. Если даже вот посмотреть, если из этого мира убрать какой-нибудь существо или усемлек, да, уже этот мир может умереть, кроме одного. Но если человека убрать, то эта жизнь будет продолжаться. А если даже вот ширкилер булмаса, которых мы так ненавидим, да, ведь, то уже все, пойдет хаос. И судный день, когда настанет, ахират күні келіп жеткеш, вот тогда человек будет отвечать за свои дела и за свои слова. Біздің әйткен сөздеріміз һәм біздің іштеген ішлеріміз үшін. Шулай ма, yok ма? И шундай сұрау беріңіз өзіңізге. То есть задать такой вопрос. Неужели человек, который был добрым, помогал людям,
и тот, который унижал людей. Неужели они будут одинаковы? Тегиз булашаклар ма? А? Абсолютно yok. Правильно? То есть, на шул күнне, вот в этот день уже мы будем отвечать за свои дела. Мы будем отвечать за свои слова. И шундай сізге сұрау. Сіз Аллах тәңі қаршына қойтырға әзір ме? Вы готовы вернуться к Всевышнему? И вот біз көреміз, из-за какой-то маленького вируса, да, көп кіші кейте. А сенің ширатың қошан келіп жетер? Когда ты придешь? И вот в этот день мы ашул күнні ең бірінші сұрау болашақ нендей? Сен кем? Намазыңны оқыдың ма? Ты читал ли намаз? Вспомните, вот вы контрольную писали, да, экзамены писали, выпускные экзамены писали. Сразу же, если на первый вопрос не можешь ответить, то уже складывается мнение. Так, он походу не готов. И вот здесь мы тоже, представьте себе, никто не защищен. То, что сейчас Аллах его не заберет. Нет такого. То есть любую секунду Аллах может нас забрать. Нашу жизнь. Или нет? Может или нет? Или мы уже знаем, я буду жить до 60, до 70 лет. А? Из-за этого. Вот сейчас Аллах Субханаху ва Тааля дал нам возможность прийти в Его дом. Хазір біз Аллах Тағаланың қонақлары. Сіз де, мен де. То есть вы пришли в гости к Аллаху. Это дом Аллаха. И самое большое богатство человека, ең зор байлық нәрсе? Кішінің. А? Иман байлығы. Иман. Қарағыз, мен бұл дүнияда көп ме кебетлер бар? Мен бұл дүнияда. А? Бик көп. Соны да yok. То есть мы даже не знаем количество. А мен бұл дүнияда көп ме ақша бар ма екен? А? Yok, бөтенше бірге кушкаш. И қарағыз. Вот любой кибетке кіріп қарағыз да, сұрағыз сатушыдан, иман бар ма дейіп. Нәрсе жауап берелер? А? Топсағыз, меға айтыңыздар ол кибетіне. Біз, мен шул иманны, вот эту веру, мы нигде не сможем с вами купить. Ни за какие деньги. Потому что она не продается. Сатылмый. И также мы никакой работой бірінде іш білән дә эшләп алып болмай. Мы его не заработаем. Почему? Неге? А? Как думаете? Өзіңде болады. Нешегенде өзіңде? Ну, Өзіңде болады екен, иманлы кіші болады. ну кімдәдер бар, кімдәдер yok. Болмағаны yok екен, наверное. Нече ойлайсыз? Бұл Аллах Тағаланың бүләге. Это подарок от Аллаха. То есть, то, что вы сюда пришли, это Аллах дал вам подарок. Не үшін? Чөнки мен бұл намаз оқу, ораза тұту, мешітке еру, ол кімге керек? Аллахқа керек ме? А? Кому надо вот это намаз читать, ораза? А? Кішіне өзіне керек. Правильно? Почему? Потому что в судный день әрбір кіші өзі үшін өзі жауап берешек. Каждый будет отвечать за себя. И вот этот намаз читать, это не имаму надо, и не пророку, и не Аллаху. Ол сиңа керек. Тебе это надо. Почему? Почему? А не керек ол? Ты должен быть готов. А? В рай попасть. Ну, в рай попасть. Ты должен быть готов. Сен
Бүтін нәрсені дұрыс істерге сен келейін. В рай попасть, то есть подготовиться к судному дню и попасть в рай. Хорошо. А другими путями можешь попасть туда? Как думаете? В смысле других. То есть не читая намаз, можно попасть? Бізге бит Аллах Тағала айтқан, сіз мені поклоняться терге. Что обходных путей нет. Кіші намаз оқымаған, изгі ғамәлләр қылмаған, нашар кіші болғанда, допустим, өлгенде ол айтып қалған, допустим, ля иляха илlallah, ол кіші білеген ме? Вот, қарағыз. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля, Он справедливый. Аль-Адль. Ол ғаділі. И вот, қардашы біз сұрау бере. Кіші намаз оқымаған, нашарлықларда қылғандар, күнақта қылғандар. Ләкин ол, ла иляха иллаллах, Мухаммад Расулуллах деп айтты. То есть ол иман кетерді. Аллах Тааляға ашанды, мұсылман болды. Шулай бет. Из-за этого в судный день, когда он будет отвечать за свои дела, намаз оқыдың ма? Yok. Оразаттың ма? Yok. Коран читал? Yok. А что у тебя есть-то? Скажет, ничего нет. Именно Аллах Субханаху ва Тааля, Он справедливый біріншіден, Аль-Адль. И человек Аллах Тааля рахматлы, рахимлы. Он скажет, бар сені айбірің. Сен айттың ла иляха иллаллах, Мухаммад Расулуллах деп. И вот это может его спасти. Болыша ала. Но бұлар мусульманнар будут мусульмане, которые сначала попадут в ад из-за своих грехов. Гунахлары сәбәпле. Может, он намаз оқымағандар. А может, намаз оқығандар. Әмма ләкин икенші гунахлары бірдәшләп ергәндер. А потом Аллах Тааля, когда искупит его грехи, чистота она, то туда тогда выведет коя? Женнетке. Но қойсыңыз тілі бір мезгіл болса да жаханнам отына ләгірге. Оға дегені мисал, газ бар ма еді? Бар, көпшілік кішінің газы бар әбет. Қобыз да тағып қара бармағыны. Неше секунд тұта аласың? Шының үшін ойланырға керек. Нам надо задуматься. Аллах Субханаху ва Тааля как нас отличил от животных. Нәрсе бен айырды? Ақыл білен, зихин білен. Міне бұл әйбір білен, зихин білен, ақыл бен біз ойларға тиеш. Должны задуматься. А я в этом мире зачем живу? Какая моя цель? Как я могу принести пользу себе? А после этого мира что будет? А то біз бұды не даяшыбыз, ертен уяндың, ашадан іштің, кеттің ішке, вернулся, покушал, лег спать, опять проснулся. Вот. Нет. Есть какая-то цель. Цель. И то, что вот этот мир, он временный, об этом тоже не надо забывать. Без меня буду не тогда яшергать ешь. И также мы должны жить и готовиться к встрече с Аллахом. Ахират күніне. И давайте запишем 3 правила. 3 правила успешной жизни. Біріншісі, сначала вам как бы скажу, а потом уже вы запишите, я вам продиктую. Первое, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, то есть в нашей инструкции говорит: «Фадзакуруни адзакуркум». Что это обозначает? Абай ручка керексе мәгіз? Ну вот, керексе берем. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фадзакуруни». Вспомните меня. Меня еске түшір. И вот даже есть же плакаты у нас, да, по городу. Вспомни Всевышнего, и он вспомнит тебя. Нашел первое правило. Фадзакуруни адзакуркум. Сіз мені еске түшірігіз,
мен де сізді еске түсірермін. То есть вспомни меня, то есть вспомни Аллаха, вспомни Всевышнего, и Он вспомнит тебя. А ничего же еске түсірерге. Вот смотрите, біз Аллахтан қашан еске түсіреміз? Когда мы его вспоминаем? Бізге кереккенде. Да, или же никах керексе, бала туса, кіші өлсе, ауырлық келсе. То есть, когда Аллах нам нужен, тогда мы его вспоминаем. А, к сожалению, когда у нас все хорошо, мы его забываем. Бек Казганыч. И вот здесь задайте себе такой вопрос. Сұрау беріңіз. А не үшін Аллах Тағала меңа шундай ауырлықлар бере? А? Зачем? Чтобы его вспомнить. А ты хочешь, меня шул ауырлықлар себе керек місің? Тебе нужны эти трудности? Не нужны. А если тебе не нужны эти трудности, вспомни, когда тебе хорошо. И Аллах Тағала себе бермей ауырлықларны. Понимаете логику? То есть, когда тебе плохо, мы его вспоминаем. Когда нам хорошо, мы его забываем. А трудностей мы не хотим. Ауырлықлар біз керек тілемейбіз. Так тогда просто итог какой? Когда тебе хорошо, вспомни Аллаха. Поблагодари Его за то, что у тебя есть. И все. Вот как бы в чем логика. Карагас. А наши, вот мой бабушки, дедушки, әтенилері, какие они времена жили? А? Нинде вақытта yaşadılar? Советский. Дин бойынша неше керек? Динні тыйдылар, то есть запрещали. А алар қалдырдылар ма динні? А? Несмотря на то, что им запрещали, кого-то отправляли в Сибирь, ссылку, ведь. Кімнедер өтірәлер еді де. Но шуңа қарамастан Аллах Тағаланы ұнытмадылар. Унутмадылар. Не забыли. Именно шул мирасны, вот это наследство, которое они получили от своих родителей, они довели до нас. Бізге жеткізділер ме? Жеткізділер. Они помнили то, что если они забудут Аллаха, то Аллах напомнит. И вот те времена были люди, которые забыли. И курасыз нинди шор иди. Какие были времена? Нелегкие. Почему? А потому что Аллах Субханаху ва Тааля это закон такой. Если ты забываешь Аллаха, то Аллах о себе напомнит. Фазкуруни азкуркум. А вот сейчас мы в своей жизни как можем вспоминать Аллаха? Ничек. А? Ну, им баранча. Например, человек просыпается, да? Каши уяна. Айтин альхамдулилля. То есть Аллах Тағала бейіклясын, хвала Аллаху. Почему? Потому что кто-то засыпает и не просыпается. А ты проснулся. Это уже очень большая милость Аллаха. Бигзур ни'мат. Син ашый башладың. У тебя на столе сегодня столько еды. А біздің әби бабаларын еске түсіріңіз әлі. У них в праздник не было столько. Шулай ма? Шулай ма, yok ма? И когда ты говоришь, Аллахтан еске түсір, бисмилля деп айт. Бисмилля деп. Всего лишь бір сөз. Бисмилля. Аллахның исімі білен. Или с именем Аллах. Тяжело? Нет. Машинаға отырғанда, или үйден шығып кеткенде, бисмилля деп айт. Ішің уңа. Аварияға иншалла іләкмейсің. А мы, к сожалению, что? Забываем. Просто забываем. И Аллах Тааля тогда нам напоминает о себе. Из-за этого помните Аллаха,
и Аллах вспомнит про вас. То есть это первое правило. Кто не записал, запишите. То есть, башта татарча айтам инде. Аллах Тәаләне искә төшерсәң, Аллах Тәалә сине дә искә төшерә. Или вспомни о Всевышнем, и Он вспомнит о тебе. И можете себе записать два примера. Уянгаш альхамдулилля деп айту, то есть когда проснулся, скажи альхамдулилля. Могу, если хотите, могу написать. Альхамду лилля. Или русча татарча. Кімге ничего ойла. Первое слово, которое сказал Адам. Альхамдулилля, то есть восхваляем Аллаха. Когда проснулся, говоришь альхамдулилля. И второй пример, когда ашы башлагач, айт бисмилля. Только не это, так, а вот это. Бисмилля. Потому что это слово Аллаха. То есть би, это у нас переводится с исм. Это именем, с именем. Исм бар бит инде, исм. Исмең ничек? То есть с именем Аллах. То есть Аллах это имя. Даже когда мы свое имя пишем с какой буквой? С большой буквой. А кто-то пишет иногда вот так. Аллах. Это что? Неправильно. Это неправильно. Аллахның бар исеме вот так. Аллах. Аллах. А Аллах это уже женское русское имя. А? Ну, наверное. В общем, из-за этого, как бы, Аллах, Сузен мы тоже должны писать с большой буквы. Это когда мы начинаем кушать, просто скажи бисмилля. То есть с именем Аллаха. Бисмилля дебейт и башла. Вот, когда ты вспоминаешь Аллаха, то тогда Аллах Та'аля и тебя вспомнит. В начале всякого дела бисмилля. Да. Үйден шығасың, то есть выходишь из дома. Скажи бисмилля. Сел за руль, скажи бисмилля. Начинаешь копать. Бәрәңгі аларға. Бисмилляны әйт. Ансыда хикмет бит. Ну, түрлісе бола. Из-за этого, то есть, вот такое общее правило. Вспомни Аллаха, и Аллах вспомнит тебя. Второе правило. Ла ин шакартум ла азиданнакум. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, если вы меня будете благодарить, то я вам воздам еще больше. То есть, сіз миңа шүкір итсәгіз, мин сізге арттырып бирәм. Сіз миңа шүкір итсәгіз, мин сізге арттырып бирәм. Или если вы меня будете благодарить, то я вам воздам еще больше. Когда задаешь такой вопрос, неге намаз укымайсың? Сен бит мусульман, сен бит татар.
Ну, айта, вакытым юк ты. То есть, когда спрашиваешь, почему намаз не читаешь? Ну, вакыт юк, времени нету. Работа, семья, их надо кормить. Пенсия каш у карман. Вот когда я освобожусь от своей читать. Хорошо. А вот это правило о чем? Что говорит? Вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля говорит: айта бізге, шүкір итсең, если ты будешь благодарить меня, то я вам воздам еще большим. А мы свое время тратим на что? Заработать. Но мы должны понимать одну вещь. Исте тотогыз бір айбірні. Нәрсені? Ол да болса, сен Аллах ризалығы үміт етіп, өзіңні ішіңні қолдырсаң, намаз оқырға мәселен. Вот біз білеміз, иншалла білешекпіз, то есть намазың бар өзінің вақытлары. У нее есть свое определенное время. И ты ради довольства Аллаха оставляешь свою работу не всегда, на 5 минут всего лишь. Ну, может быть, 10. Пока возьмем там, то есть тахарат Аллахом, как бы омовение берешь, да, и потом намаз прочитать. 10 минут максимум. То есть кто-то успеет в курилку сходить покурить, а сен намаз укайсың. Или кто-то сходит в туалет, а ты намаз читаешь. То есть, и кто-то говорит то, что вот я не поверю такому человеку, то, что говорит, у меня вакытым юк. Нет у меня времени. Я этому человеку не поверю. Почему? Две причины. Во-первых, Аллах Субханаху ва Тааля никогда не дает своему рабу то, что он не сможет выполнить. Бір қошанда бермей, бір қошанда әмір етмей, шул ішні қойсын аның құлы ішлей алмай. В начале урока я вам сказал то, что Аллах Субханаху ва Тааля нас создал. И Он знает каждую нашу частичку. И Он знает, на что мы способны. Біліп тұра. И первая причина, Аллах, если нам сказал 5 раз в день читать намаз, значит, человек это может сделать. Вторая причина, то, что человек так говорит, у него нет желания. Тілегі юк. Все. Больше причин нету. Если человек захочет, кашателясе, он может гору с одного места на другое перенести или перетащить. Сможет. Главное желание. Тілегің болса, әлі нәрсе іштерге бола. Кімдер айтты, ертеңгі намазға тұра алмайым дей. Не могу я проснуться на утренний намаз. А первая смена 4:50. Встаешь, кушаешь, берешь свой пакет и вперед. Кто где живет, на 3, на 4 или на 7, на 8, надо уж. Почему? Потому что киряк. Вот. Из-за этого Аллах Субханаху ва Тааля говорит: если вы меня будете благодарить, сіз меня шүкір итсәгіз, мен сізге арттырып берем. Что это обозначает? Во-первых, мы забыли благодарить Аллаха. Ұнытабыз шүкір итерге. А нәрсе біздің бар? Какие у нас есть блага? Ну-ка, давайте перечислим. Нәрсе бар біздің? Зрение, много всего. Есенлік бар. То есть здоровье у нас есть. Первое, да? Еще что? Еще? Душа. Ну, мы живы, альхамдуля, да? То есть здоровье, душа, как бы это все есть, да. Еще что есть у нас? Вера. А? Вера. Ну, айтик-те иманабыз бар. Еще? А? Тяжелый. Дети есть. То есть у нас есть семья. Айлабыз бар біздің, туғандарыбыз бар. Еще что? Чувство. Чувство. Ну, это уж природное. Имущество какое-то. Имущество бар. Ошарга ризыгыбыз бар. Шулай бе? То есть у нас есть что покушать. У нас есть что попить. Мы воздухом дышим. Инкет нәрсе біз татарлар, и біз нар самый главный. Да, ну абай, біздің негматтар нәрсе бар. У нас есть тынычлак. Альхамдулилlah, у нас нет сейчас войны. Вот это все блага, которые мы на сегодняшний день уже не замечаем. Сезми без безана.
До такой степени привыкли к этим вещам, да, то что все, ну, это обычная вещь. Это естественная вещь. Но, әлбет, 80 ел элек алар юк иде. Посмотрите, опять уж біздің бабайларға қойтам енді. Потому что они были для нас примером. Әлбет, шулай ма? Алар біздің үшін өрнек болды. Алар, как я уже сказал, Аллах Тағаланы ұнатмадылар. Когда им было тяжело, когда им запрещали, қоша аларға тыйдылар, алар қошып болса да намазны оқыдылар ма? Оқыдылар. Бозға түшіп болса да, фәрдәні құрып болса да оқыдылар намазны. Оқыдылар ма? Оқыдылар. Алар булмаган ризык белән ураза тоттылар. Кондиционер астында, что ли? Yok. Когда у них не было еды покушать, они постились. Почему? Неге? А? Чөнки Аллах Тағала әмір етті. Приказ Аллаха. Они постились. А когда? В какое время? Урак үстінде. Русчасы неше болады урак үстінде? При сборе урожая. Когда жара 40 градусов. Оңнарын юалталар иде. Они теряли сознание. Потому что... Было. Но, а сейчас, вот сейчас помните, бізге қорағыз әлі. А мы что сейчас? Неужели у нас нету еды? Ризығымыз yok, что ли? Аллаға шүкір. Холодильникті ашып қарағыз, любой үйде почти. Тулап ята. А бізге хаман жетмей. Хаман жетмей. Менің көшеде әбей бар еді. Жамал есімді. 40 градус, 45 градустар болды. Июль айында ораза бақтасы. Ол базыға түшіп, күнін өткерей ешілі. А бізге қар, что мешает? Бізге нәрсе қылмаша олай? Айтыңыз әлі, пожалуйста. Нәрсе біздің тут қорлай? Что нам мешает? Намаз оқырға, ораза тұтарға. Что? Бір нәрсе не мешает. Бір запретті ғана қақыз. Одна проблема, бір причина. Нәрсе? Біздің тілек. Наше желание, вот что самое главное. И біздің бабайлар, әбейлер, наши предки, они понимали. Если они будут благодарить за то, что у них есть, то Аллах им воздаст большим. Қарағыз. Вот біз мәселен Аллахның ризалығын үміт етіп намазыңды оқисың. Аллах Тағала сеңа өзінің бәрәкәтләрін бере. Или мәселен сен Аллахның ризалығын үміт етіп, то есть желая довольства Аллаха, даешь там 10 рублей, 100 рублей, и Аллах тебе воздаст большим. Кто-то может сказать, ну, я вот отдал 100 рублей, мне же 1000 рублей не пришло. Но не в этом же смысл. Аллах кому-то дает болезнь, да, и он там столько денег потратит на эти лекарства, больницы, дорога, нәрсәгіне юк. Аллах тебя уберегает от этого. Почему? А ты просто отдал ради довольства Аллаха. Аллах тағы шүкір етіп. Потому что ты идешь на работу, зарабатываешь. Да, ты делаешь причину, но сен кім бересің аны? Аллах Тағала бере. Благодари Аллаха, шүкір ит, и Аллах воздаст тебе большим. Вот оно, второе правило. И третье правило. Третье правило. Ол да болса, Аллах субханаху ва тааля айта, дуа қылыңыз дей. И мен сізге жауап беремін. Проси, молись, и я тебе отвечу. Дуа қыл, һәм мен сеңа жауап берем.
«Вад'уни астаджиб лакум». То есть дуа қыл, молись, то есть мен сеңа жауап берем. Я тебе отвечу. Запомните, есіңізде тұтыңыз, гіл. Ең зор байлық, ол иман байлығы. То есть самое большое богатство у мусульманина это иман, вера. Как я вам уже сказал, которую нигде не купишь, никакой работы не заработаешь. Эшләп алып булмый. Һәм икенчесе, иң көчле корал, самое сильное оружие мусульманина дуа кылу. Кулыңны күтәрәсең, дуа кыласың. Поднимаешь руки и просишь. И не надо арабского знать здесь. Араб тілін білерге керекмей. Өзіңнің туған тілінде сұра. Татарша сұрайсың ма? Татарша білмесең, русша сұра. Не үшін? Чөнки Аллах Тәала Әл-Алим. Әл-Алим. Bütün әйберне дә белүче. Аллах, Он все знающий. И Он уже давным-давно знает то, что тебе надо. Он знает, в чем ты нуждаешься. Біліп тұра ол сенің нәрсе керек екенін. Біле. Әмма ләкин бір әйберне көтә. Нәрсе? Стресс. Сұра, мұражават ет. Дуа қыл. Обратись к нему. И он тебе ответит. Жауап берешек. Не үшін? Чөнки кешеге барсаң сұрап нәрселер. Бір тапқыр бардың, 2 тапқыр бардың, 3 тапқыр бардың. Дұрыс бір айтайын. Все болды дей. Жетті дей. Жетті. Хватит, достаточно. Давай сам. Аллах Тәала шулай айтамы? Жоқ. Қойшан гына анарға сұрап барма. Ол гіл сеңа қабыл ете. Он всегда отвечает тебе. И вот это правило третье. Сура, дуа кыл, молись, обращайся к Аллаху. И Он тебе ответит. И там қойтам енді біздің бабайларға, әбейлерге. Қарағыз. Нендей ауыр уақытта яшадылар, Аллахны ұнытмадылар. Нендей уақытта гына болмасын. Ризық yok idi. Уразаны тұттылар. То есть, даже когда не было еды, они постились, подчинялись приказу Аллаху. Потому что понимали. Аллах Тәала әмір етті, значит, біз бұны бұлдыра алабыз. Үшіншісі, Аллар дұға қылдылар. Қылдылар ма дұға? Дұға қылдылар. Һәм аның нәтижесін біз қазір көреміз. Ответ на ихнюю мольбу мы видим сейчас. Как? Ничек. А посмотрите на себя. Үз-үзізге қарағыз. Қарағыз, біз нендей киімлер киебіз. Біз нендей фатирларда тұрабыз. Біз нендей машиналарда еребіз. Біз нәрсе ашибыз. Қарағыз әлі. То есть посмотрите, задумайтесь, что мы одеваем, что мы кушаем, как мы живем вот в этом мире. Алар қазір біздің тұрмышыбызның көрселер, оңнарын юғалтып еғаларлар еді. Яки шотланып, Аллах Тәаләгә шүкір итеп, нишләрләр еді? Ғибадат қыларлар еді. Чөнки бүгінгі күнде, извините за выражение, мы просто зажрались. Не үшін? Чөнки Әйе, біз қазір шоның қаділік көніктігімен шо бүтін әйбірге әйбет. Уже шедай алмайбыз. Һәм Аллах Тәаланы ұнытабыз. И менә бу 10-нчы елдағы королог болсын, әйбет, біздің Шәйме баба айтты бет, біз болдырабыз деп. Болдырдық ма? Yok. Аллах Тәала тілемесе болдырып болмай. Шул 20-нчы елдағы коронавирус. Кеше көп меңгенә сәбәпләр кылмасын. Аллах Тәала теләмәсә, бер нәрсә булдырып булмый. Без менә бу дөньяда Аллах Тәаланың куллары. Шуның өчен бәхетле яшәргә телисең икән, яшә. Яшә. Әмма ләкин Аллах Тәаланың әмерләренә буйсын, һәм аның тайганнарын тыелып яшә. Если хочешь жить вот в этом мире,
счастливо. Живи, пожалуйста. Тебе никто не мешает. Просто подчиняйся приказам Аллаха и остерегайся его запретов. Все. И ең бірінші, Аллахтан әмір нәрсе? Инди. Намаз оқу. То есть, первый приказ Аллаха, за которым мы пришли сюда, научиться читать намаз. Хар біздің тәнәфіс, әйбет 5-10 минут аннара, инша біз әкірген намазға көшеміз, инша Аллах. Хар заман чабет инді. Может, келе алмайды, ятаған нәрсе, шының үшін. Ең бірінші, айтып кеткенімше, хар намазға көшеміз инді әйбет. Һәм ең бірінші намазны кім укырға тиеш. То есть, кто должен читать намаз. Өзі язып қойғыз, кім намазны укырға тиеш. То есть, кто должен читать намаз. Біріншісі, ол мусульман болған кіші. То есть, первый, это мусульманин. Емен сізге айтып кеттім енді, мұсылман болар үшін ең бірінші шану, екінші ол тіл білән әйту, ла иляха иллаллах, Мухаммад Расулуллах, һәм үшіншісі ол тән білән көрсету. То есть мусульманин это тот, кто уверовал, сказал ла иляха иллаллах, Мухаммад Расулуллах языком, и потом третье показать своим телом. А кішінің тілі болмаса, ол уақытта нәрсе, нешерге? Или может написать. Яза, например, да? То есть первое, то есть мусульманин. Екінші, ол да болса бәли яшына жеткен кіші. То есть совершеннолетний. Но у нас совершеннолетний это 18-летний человек, да? А в исламе нет. В исламе у мужчин, например, это когда начинается полюция. Полюция, да? То есть это примерно у кого-то 13 лет, у кого-то 14-15 лет. Примерно шлай. У ночи он без 6. То есть 13-15-летний уже парень, он должен начать читать намаз. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхиссалям, это был нашим учителем. То есть, если у нас книга называется Коран, да, то наш учитель это пророк Мухаммад. То есть, он до нас все это довел, показал, объяснил на своем примере. Ол біздің үшін өрнек болды. И ол айтты, өзіңіздің балаларыңызны жидеден 10 yaşқа қадар үйретіңіз, шақырыңыз намаз оқырға деді. То есть, с 7 до 10 лет призывайте своих детей читать намаз. С 10 лет, если ты позвал, и он, ты можешь ему тихонечко ударить, показать то, что ты недоволен, то, что он не читает намаз. То есть с 10 до 13 лет примерно. То есть нечая ел была с 7 до 13. 6 лет родитель, әти болсын ма, әне болсын ма, баласын шақырырға тиіш намаз оқырға. То есть должен призывать. И вот это указывает на что? Нәрсе көрсетті бұл? 6 ел шақыру. Это указывает на важность. Шул ғибадатның әхәммиетіне көрсетті. Важность этого дела. И уже анары с 13 или с 15 лет человек обязан читать 5-кратный намаз. То есть второе условие, да? Второе условие это совершеннолетний. И третье, последнее условие, дееспособный. То есть дееспособный, яки ул аның ақылы эшли, ул оңный нәрсә эшләгәнен. Сәламәт, акыллы кеше, дееспособный, да? Если он понимает, что делает, знает, как бы все вот это, то, что происходит, да, то тогда он должен читать. Вот это 3 условия. Первое, это мусульманин, мусульман болған кеше. Екіншісі, бәле яшына ирешкен кеше, то есть он совершеннолетний в исламе, это примерно 13-15 лет. И третье, акыллы кеше.
Акыллы. То есть дееспособный, кто именно осознает, понимает, что делать. Вот это 3 условия тому, кто обязан читать намаз. Второе, запишите себе, намазның шартлары, то есть условия намаза. То есть, еще раз напомню, да, вот абайлар кірділер. Кім намаз оқырға тиішлі? Біріншіден мұсылман кіші, екіншіден бәле яшіне ерешкен кіші, 13-15 яшта әйбет, үшіншісі ақыллы кіші. То есть, mesela сумасшедший или ақылын юалтқан кіші, ол уже намаз оқымаса да ярай. Çünkü ол аңламай нәрсе эшлей. То есть 3 условия. Намазның шартлары, то есть условия намаза. Первое, біріншісі, тәннің чисталығы. Тәннің чисталығы. То есть, тәннің чисталығы, чистота тела. Жейлер ішіне в скобках можете написать Т, Х, вот, или А, М, В, Ни, Е. То есть, именно bu тәннің чисталығы называется тахарат алу. Первое условие. Екінші шарт. Тез барсам, әйтіңіз, ярамы, язу білгім әйтіңіз. Екінші шарт, второе условие. Киемнің һәм намаз уровнының чиста болуы. То есть, чистота одежды и место, где совершается намаз. Киемнің һәм намаз уровнының чиста болуы. Второе условие. Чистота одежды и место намаза, место поклонения. И Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалям ол айта ат-тухуру шатрул иман. То есть чистолық иманның яртысы. То есть чистота это половина веры. И мусульмандардан элек-электен келген чиста болу, пак болу. Ол біздің ғадет. Емен шол ғадет, ол аның осылы ислам. Ислам дini. И вот эта чистота, это не только внутренняя. То есть, в первую очередь, конечно, должно быть чистое сердце. Как мы уже сказали, вера, ашану. Это в первую очередь. Если, например, у тебя одежда чистая, ты вкусно пахнешь, но внутри ты червивый, баранды кишелер, и таких много, то это получается лицемерие, показуха. Нельзя быть таким. Я не говорю то, что ты должен быть внутри чистым, а снаружи как хочешь. Йок. Когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхиссалям пейгамбарыбыз бір кішіні көрді, хаманың шешлері тырпайып тұра еді. То есть, когда он увидел одного человека, он спросил, у которого волосы были, растрепанные, он спросил, неужели у него нету расчески? То есть, смотрите, внешний вид тоже имеет особое значение. Но в первую очередь, конечно же, душа, иман, вера. Это в первую очередь. Во вторую очередь, это чистота тела, чистота твоей одежды и чистота твоего места. Это было второй, икенші шарт. Үшінші шарт болып тұра, ол да болса ғауратны қаплау. Ғауратны қаплау. То есть закрыть ғаурат. Это от пупка до колен. Ғауратны қаплау ол кіндіктен тізлерге қадар. То есть прикрыть как бы ғаурат. Русша сыншы бола мекенің? Не знаю. Там презренные места, что ли? Русша, то есть презренные места, то есть от пупка до колен. То есть вот эти места должны быть закрыты. То есть в семейных трусах намаз читать нельзя. Если человек, конечно, знает, а если уже не знает, то не можешь ему там.
Это основа своей. Вообще, вот мужчина, когда даже среди других мужчин, да, он должен закрывать как минимум вот эти места. От пупка до колен. Пусть это будет баня или, ну, в общественную баню ходить, как бы это... Это в крайнем случае только. места вроде. Да, постыдные места, ну вот гаурат инде. Ничего, Абай? В крайнем случае только это. Вообще на намаз Ну, в основе, да, то есть... практически голый же не должен вставать. Ну да. Из-за этого кто гауратна коплов. То есть третье условие – это прикрыть свои... Как... Говорят, Да, то есть... места. Ну, интимные места или вот... В общем, да. вы поняли, да? Йо, тенне, ну... Именно гауратна коплов. От пупка до колен. Четвертое условие – это у нас кибла. Кибла или кибла. То есть и по-русски, и по-татарски так будет. То есть кибла нарсау. Это направление в сторону Черного камня. То есть направление в сторону Мекки. Она будет, иншалла, тоже сізіме узырбыз. То есть четвертое условие – это киблага кораб намазуку. То есть направившись в сторону Каабы. Бешенче шарт ол намаз вакыты кіру, то есть время намаза. Бешенче шарт ол да намаз вакыты кіру или время намаза. И шестое, последнее, бұл біздің ниет, намерение. Вот біз сізіме, иншалла, узашақпыз. Айбет, узашақпыз сіздің бір мәселен үйлі намазы, хам икенді намазы. Алар екі... А? Ниет. Ниет или руша намерение. То есть, бұл 6 шарт. Біріншісі, хам екіншісі алар чисталық бойынша айбет, то есть, чистота своего тела, тән, аннара киемің, хам намаз оқу орны. Аларны как бы бірге де кетерге була, отдельно да язарға була. То есть, бұл бірінші екі шарт, ол да болса чисталық. Үшіншісі, гауратыңны қаплау, то есть прикрыть свой гауrat. Четвертое, это киблага юнелу. Бешіншісі, намаз вакыты кіру, то есть время намаза. И алтыншысы, ниет, то есть намерение. То есть вот эти 6 условий. И, иншалла, мы с вами аларна узашақпыз. Бір вопрос можно? Айы? Мына біз тахарат жаздық қазір. Тахарат. Айы? Мен чиста боларға керек. Танда бүтінгі гүсіл тоже... Хадыр айы, енді абсолютно. Харбыз шуны узабыз. Бүгін біз бірінші шартын алабыз. То есть, сегодня мы с вами пройдем первое условие. Первое условие. Первое условие – это тахарат или чистота тела. То есть, все, намаз шартлары все закрыли. 6, да? Сейчас переходим к первому условию. То есть, чистота тела и тахарат. Тахарат можете написать. Тахарат или омовение. Тахарат біздің бөліне 2 өлішке. То есть тахарат делится у нас на 2 части. Тахарат как бы большое омовение и малое омовение. То есть зур хам кишкине. Зур хам кишкине. Башта башлык кишкинесіннен. То есть есть большое и малое. Сейчас мы начинаем с малого омовения. Малое омовение. Біріншіден, то есть перед тем, как начать брать омовение, то есть тахарат алар алдынан біз айтамыз бисмилля. Это мы уже с вами прошли. То есть перед каждым делом мы говорим бисмилля. То есть можете написать малое омовение, первое бисмилля. Икенчесі, то есть второе, моем руки до кистей. Біләзіклерге қадар құл юабыз. 3 тапқыр. До кистей моем. То есть мен шулай яқшы иттіріп, моем руки. До кистей 3 раза.
3 тапкыр. Яздыңызмы? Третье, үшіншісі. Ауызны шайқайбыз 3 тапкыр. То есть споласкиваем рот 3 раза. Ауызны шайқайбыз 3 тапкыр. А? Ай. Дуртенчисе, 4. Споласкиваем нос, то есть бурынны шайқайбыз. Мында получается, смотрите, қарағыз. Оң қолға алабыз су, айбет, бұрынға кетіріп тартабыз өзімізге и сол қол білен сіңгірәбіз. То есть правой рукой берем воду, втягиваем в нос и левой рукой смаркиваем. 3 тапкыр. То есть споласкиваем нос 3 раза. Маса болды 4-шісі. 5-шісі. Моем лицо, битні юабыз 3 тапкыр. И қарағыз. Бит, қоя, кім біле? Бит, нәрсе ол бит? Волос. От начала роста волос до подбородка, Да. И от от мочек ушей. дұрыс. То есть, қойса білер, мұшаған сапарға ұшылығына етелер. Қойса білер. Алай, ярамай. Ол дұрыс болмай. Шунан үшін, мені мұнда шешін қоя башлана, ебет. Мені мұнда қадар. И құлағының бір құлақтан екінші құлаққа қадар. Мен шылай тоғысынша су аласың, и мен шылай yoqшы үйтіріп юасың. И шылай 3 тапкыр. А? Пәш бұсыны бар, банда үйтін бар сенің, примерно. Маңғайың, шундай енді маңғай қадар. Маңғайның үстінен қадар. Анашылды ма? Шылай 3 тапкыр юабыз. То есть моем 3 раза. Дальше кеттік. 6-шісі. 6-шісі юабыз кулларны терсекке қадар. То есть моем руки до локтей. Башта оң қолына юабыз, аннары сол қолды. 3 тапкыр. И қарағыз. То есть терсек, локоть, да? Біздің міне мұнда. Локоть включительно. То есть міне мұнда терсекке қадарына юу түгел. Терсектен тулысынша юабыз. Ярар ма? Ченки терсекке қадарына юсаң дұрыс болмай. Терсектен юраке. То есть локоть тоже надо помыть. Чем выше, тем то есть, лучше будет инде. Сначала правую руку, а нары левую. 6-шісі болды бұл. 3 тапкыр деп яздық, ғайбет. 7-шісі, 7. Протираем голову. То есть башны сыпырабыз. Протираем голову, башны сыпырабыз 1 тапкыр. 1 раз. Бір яқтан ауыр деп көрінеді ғайбет. Но аннары сізбейше қаласында ярты минут ішінде аны yorға бола. Қарағыз, башта нешік сапырабыз? Су білән түгел, башыңнан да, анары сен сүлгі керегемін да зұр-зұр. Yok, кулан юш болырға тиіш. Суға тағып алдың, то есть засунул руки в воду, все стряхнул там, чтобы а то не надо так, а то некоторые там дети, обычно же дети так делают. То есть юш болырға тиіш, мокрыми руками берем сначала от лба, да, начинаем, где мы уже лицо же помыли. Все, у нас осталось здесь только. Мындан башлайбыз, артқа кеттік, артқа, мойынға қадар түштік, и аннары алға. Алға сыпырабыз. Анашылды ма? То есть башта артқа, аннары алға. Все, 1 тапкыр. 1 тапкыр, 1 тапкыр. Башына сыпырдық. Бұл біздің болды нешеншелі? 7. 8. 8. Моем ноги 3 раза. Моем ноги 3 раза. Мында тоже қарағыз. Біріншіден начинаем, башлайбыз оң аяқтан, то есть сначала правую ногу, а нары сол аяқтан, то есть левую ногу.
Моем ноги до щиколоток, тубакка кадар. Кім білмей нәрсе ол тубак, щиколотки? Ну, сүйек бар бит енді, вот аяқтағы сүйеклер. Все знают? То есть, мына носки салып көрсетіп тұрмын енді. То есть, аяқтағы, вот здесь же есть кости? Кости вот здесь есть? Кости, щиколотки. Или тубок. Вот выше их. То же самое, как и локти. То есть, чуть-чуть выше. Я шел тубакка кадар, то есть, до щиколоток моем ноги. И аяқтағы бармақ арасынан нешке бармақ білен біз тығып жүрсек қайырлерек бұлайынды. Бармақ араларын юсак. Анашылды ма? Шулай 3 тапкыр. Башта оң аяқна, аннары сол аяқна. То есть сначала правую ногу, потом левую. Обязательно. Не обязательно, не обязательно. Желательно. Это желательно. До щиколотки остан башлар енді. А ну бармақ ұшына алып енді до щиколоток. То есть начало это бармаклар, то есть пальцы и до щиколоток. Щиколотки включительно, то есть выше щиколоток. Хорошо? И тоғызыншысы дұға. Дұға. Да, забыл сказать, когда протираем волосы, то есть башны сапарганда құлақны да. Афуйтыңыз, ұныттым. То есть жилкеге кадар и аннар этот, обратно. Но кімдір керте, кімдір юк. И қарағыз, то есть протираем голову, да, олға аннар ортқа, и аннары құлақны юғанда біз, бұл біздің, ненде бар мақаны? Указательный. А тоташа? Баш бармақ бұсы бейт. Бұсы көрсетеді. То есть бұл бармақ бұнан біз, мына қарағыз, юш болуға тейшінде, менімді құлақ яфрағы бар бейт. Ішінен мұшла юып алабыз, айбет. Құлақ яфрағын, янары баш бармақ бұнан уже тышқы яқтан сүртіп алабыз. Анашылды ма? То есть указательно мы моем внутри, как бы ухо, а уже тоже руще. Рущаса. Большим пальцем мы уже моем снаружи. Получается после волос, да? Да, после волос, да. Волосы протерли, вот смотрите. То есть волосы протерли сразу, и потом сразу вот так помыли. Хоп, все, как бы они вместе. Тоже один раз. Да, тоже один раз. Как бы на автомате уже она трудно отлаган, да. Имен бармак, баш бармак. Ну, кемге нешек. Руки споласкивать не надо, да? Не обязательно. Да, сразу пошел. И шею тыльной стороной. Да? Да, кемдер ите, кемдер юк. Ае. А ничек дебес? İkisi de dürüst bulayın da. İçseniz de bulayın, iteniz de bulayın. Так, малое омовение на этом заканчивается. То есть, тугоз болды. Дуаны аннары үйренеміз. Сізге атымында этот, көп булашак. Дуасанцы, как бы, это все вот шундай тәртип бойынша яқшы булайын. Ради Хазрат, нельзя было сразу, вот, как оно должно быть. Скажем, маля турней, уянда, первый бисмилля, пошел в ванну, Ага, встал. ага. Мында нәрсе, ниет или как? Вот бисмилля Одно время было немножко, значит, ты перед этой раковиной встал, Ага. сын уже у тебя есть намерение в сердце, ты бисмилля говоришь и Все, вперед, пошел. вперед, да. Все вот как есть, да. Шла битинде. То есть, а вот нет, нинди, вот нинди нет. Ниет тиллә бәйтергә кирәк. Yok, не обязательно. Вот, mesela вот иртә белән, вот мен иртә белән тордым, әйбет. Ваннага килдем. Мен вот нинди ниятем булар тиеш. Тахарат алам, все. Ну, тәһарәт алырга дип Ну, тиллә бәйтергә. тиллә бәйтергә не обязательно. Мында карагыз. Вот кемдер мында уже может намазда укыды, тахарат алабы, а кемдер вообще белмей. Шуның өчен мы здесь стараемся пока облегчить. Потому что бывают люди, то есть кешеләр бар әйбет, кемдер, о, бу авыр дип, как бы этот. Шуның өчен кемнең нинди сораулары бар, аннары, да, вот именно тонкости. То есть тоже, вот карагыз, мәктәптә мәсәлән, когда мы изучаем, мы же не сразу там ушли вниз. Потихонечку, потихонечку. Мында да, то есть самое, то есть вот шло тахарат алсагыз дөрес була.
Хорошо? То есть, если вот так будете брать омовение, то будет правильно. Хорошо? Это мы создаем язык малое омовение. Есть большое омовение. Зур. Большое омовение или зур. Тахарат. А? Ай, асуль. Жайлар ішінде ғүсіл деп жазып қойыңыз. Жазып қойдыңыз ма? Так. Мынсы уже вот большое омовение у нас. Гүсіл или руша ғұсіл. Біріншіден, нешік ол алына? То же самое. Говорим бисмилля. Да, бисмилля, как и там, да. Потом біз моем половой орган. Именно гүсіл алғанда. Юабыз jinsi a'zabimizni. Annari yuvabız kulabimizni. То есть, бисмилля деп айттық. Jinsi a'zabimizni, то есть половой орган помыли. Аннара кулабызны юабыз и тахарат алабыз. То есть тахарат просто дүртіншісі yazып қойды, тахарат. То есть то же самое, как мы уже с вами записали. Мұнда бет бүтін жерге су тиерге тиіс. Хазір абы, хазір хар. Yazып бітірмедік, ашықмағыз. Тахарат аламыз дегенген. Вот, то есть дүртіншісі, четвертое тахарат. Пятое, біз, то есть мы юабыз баштан алып, аяққа қадар баштан яқны 3 тапқыр, аннары шулай баштан алып, аяққа қадар, сол аяққа қадар, сол яқны 3 тапқыр. То есть потом, после того, как мы взяли тахарат, моем все тело от головы до ног. Сначала правую сторону 3 раза, потом левую сторону 3 раза. Тамыр тапқыр. Говорим бисмилля. Айта бисмилля деп айтабыз. Аннары jinsi a'zabimizni, то есть моем половой орган. Екіншісі. Үшіншісі юабыз кулабызны, то есть моем руки. Дүртіншісі біз алабыз тахарат, нешек біз аны яздық, то есть берем омовение. И бешіншісі біз юабыз тәнебізні тулысынша. Баштан алып, аяққа қадар. Башта оң яқны 3 тапқыр, анан сол яқны 3 тапқыр. Сұрауларыңыз бар ма? Тахарат бойынша һәм ғұсіл бойынша. Нешек алу? Бар ма? Есть вопросы? Есть. Ая? Мына бұл гүсілні любой намаз алдынан. Yok. Именно алу бойынша бар ма? Алу бойынша. Алу бойынша. Бар ма? То есть, как брать омовение и как брать ғұсіл? Есть вопросы? Именно тәртип бойынша. Допустим, ты просто помылся с намерением гусоль взять, он будет считаться? Да. Да. Потому что вот обязательно так это выполнить, или можно просто мыться? Это вот так желательно мыться. Желательно. Да. А то есть, если ты сделал намерение и нырнул в воду, в реку, да, или кульга, мәсәлән, то это тоже будет считаться. А именно вот так как бы желательно так делать. Вот так, как делал Пророк Мухаммад делал. Стояние в ванной под душем с намерением Взять гусль. с головы до ног помылся, Ага. войдет. Да. То есть, если все тело, то есть душ в день своего струя, может здесь что-то не задеть, если все задело, то все. То есть, основная цель гусля какая? Чтобы все тело, до каждой частички тела дошла вода. Все.
Шул. Было мокрым. Да, чтобы было мокрым. То есть, если вы зашли в реку или в озеро, да, нырнули, вы нырнули, все. Если у вас там от головы, от кончика головы до кончики пальцев ног все мокрое, то все, это достаточно. Но вот как мы написали, это так, как делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. То есть эти тонкости мы, иншаллах, с вами чуть позже разберем. Но мы пока вот говорим, идем по как бы этот самый минимум. Вопрос есть. Многие там сперва правую, потом левую. Да? Да. А потом левая перед. Да. Еще есть вопросы? А зубы чистить получается в каком виде? Щеткой чистишь, да, получается, зубы или как вот? Ну, зубы это не обязательно. Не обязательно. Это желательно. То есть желательные вещи мы пока с вами, Мылом мыть тоже нет, да? Ну, она уж корыстная, то есть поширак мы юкма, то есть не обязательно так мылом мыть. Еще вопросы? Барма? Дальше киттек. Сейчас вкратце напишем, что портит омовение. То есть тахарат мы когда должны брать. Во-первых, то, что портит омовение, это сон, юклау. Біріншісі сон или юклау. То есть, қараңыз, мәселен, кеше отырып тұра, просто орындықта, тірелмей. Тірелмеді, то есть не облокотился на спинку. Просто он сидит. И как бы это дремлет. В этом проблем нет. Но если он уже вот так откинулся, и все уже там, слюни текут, например, да, храпит, то это все уже. Или, например, он сидит на стуле, он не, на табуретке, например, сидит, да, ну и ушел. Все. Дальше это получается глубокий сон. И вот сон портит омовение. Второе. Выход с переднего прохода или с заднего прохода чего-либо. То есть алғы jinsi ағзадан яки артқы яқтан бірер нәрсе шығу. То есть мында или сен туалетқа барып келдің, по малой нужде или по большой нужде, или же газы, хава шықты, то есть все с этим связано. Насчет этого все понятно, да? То есть jinsi ағзадан алғы яқтан яки артқы яқтан бірер нәрсе шығу. Даже бывает такое, когда нандир аура и көтердің, то какой тяжелую вещь поднял, да, с переднего прохода что-то выходит. Это тоже портит омовение. Это то есть алғы яқтан яки артқы яқтан бірер нәрсе шықса, тахарат бұзыла. Бывает, выходят капли, а бывает, как бы потовый, вот она вроде захватилась, а она не дошла. Вот эта капля. Но если не вышло, то не портит. Если не вышло, то есть именно щегу, то есть выход. Именно выход. То есть показалось, щек там, юг, это уже все. А сомнение откидывайте, все. Нет, щекмана, значит щекмана. Вышло, значит вышло. Все. Если вы сомневаетесь, то выкиньте его. Значит, он щекмаган. Понятно? Третье. Оңны югалту, то есть потеря сознания. Потеря сознания, оңны югалту. Даже, мәселен, башыңа берділер сеңа, то есть ты потерял сознание. Или кояш сугуб югалтың, головокружение, то есть все вот это уже все. Получается, ты потерял омовение. То есть разные причины бывают, айбет? Еще раз повторяю, сон. То есть уж по, как бы, самый
такие вот важные для меня. Сон, мы спим, да, или ночью, или днем. И кончится это то, что выход с переднего прохода или заднего прохода чего-либо. Третье, это у нас потеря сознания. Четвертое, рвота в полный рот. Косу. Ауыз тутырып косу. Так, шуның белән пока токтап торыйк. Bir вопрос еще. Ая? Bana hakaratlanır bu gerçeğiş. Например, туалетка бардың. Biz bütün hakaratlanır gerçeğiş. Ая? Если senin bir mesela выделение дают, sen, например, ikindi namazına da yoğundun, Allah'ın orası zürtülüp bitindi, akşam namazına. Sen bir нәрсе işlemedin, şu hakarat bilen baraga можно? Ансаға дойдем. Ансаға дойдем. Да. То есть пока тахаратны бузу бойынша. Есть вопросы? Вот по этим пунктам. Тахарат бузылмый ма дейм? Если Йо-йо-йо. кулларны юрга керекми? Отрыжка не проблем нет. Сізді сұрауда қойтырбыз. То есть пока именно то, что портит омовение. Есть какие-нибудь вопросы? То есть, Корагас, например, наступило время намаза. Вот сейчас у нас скоро будет азан, да? До этого, вы юклап келдіңіз, да, поспали, да, пришли сюда. Кто-то тахарат не брал. То есть надо взять тахарат, например. Кто-то захотел в туалет. Не обязательно перед каждым намазом в туалет ходить. Но кто-то захотел, если пойти в туалет, то тогда надо сначала сделали свое дело и аннары помыться, подмыться. То есть если сделал малую нужду, то есть кеше хажатыңны үтәдің, значит сен өзіңнің жинси әзәні юырға тиішсің. Чөнки анда қала тамшылар, алар мәсәлән сенің тәнеңә яки сенің киемеңә эләксә, шул вакытта уже намазың дөрес булмый. Тахаратың дөрес булмый. Из этого надо подмыться. То же самое, если сен зур хажатыңны эшләдең. Башта сен қағаз белән сөртәсең, аннары инде су белән юасың. Кеше хәзрәтне үтәгәч, скажем, төрле хәл булырга может. Можно чем-то другим еще. Можно кагаз я кагаз яки чүпрәк, проблем юк бит. Проблем юк, мәсәлән су юк ты. То есть если нету воды, можно и тряпку, и вот туалетная бумага же есть, пожалуйста, проблем нет. Главное почистить. Почистить. Почему предлагают водой? Потому что бывает, вот ты помылся, да, то есть подмылся, уходишь, и там капнуло, не капнуло. А проблем нет, все уже. Ты водой, это вода. Все. А мында, если ты водой не сделал уже, там, думаешь, что, капало, не капало, и ты не знаешь, что это может быть. Что как бы предлагается водой. Насчет этого есть какие вопросы? Вопрос будет такой. Омовение взял, что-то из этих испортило, придется заново взять. Да, конечно. То есть это вот вещи, которые нарушают твое малое омовение. Малое. То есть взял ты, например, тахарат, да, и захотел в туалет. Все, ты сходил в туалет, сделал свое дело, а обратно выходишь, берешь тахарат. Еще вопросы? Пот тоже портит омовение. Ничек? Пот, тирлев юг. Кровь, куан именно огып тұрса. Окса прям. Но это мы чуть позже затронем этот вопрос. Тан сұраулар? Бар ма? Если вот тоже вылетает. Проблем. Это же не... если с полового органа ничего не вышло, то нет. А вот знак начала быть. Слюна собаки, по-моему, тоже портит. Это не тахарат не портит. Это портит чистоту твоей одежды. Ансага бейкин чейбер. Укол? Укол? Укол портит тахарат? Уже входит. Нет. Если укол сделал, нет? Нет, не портит. Если когда вам делают укол от страха или там что-то с полового органа вышло, тогда да.
Бар сұраулар таған? Другие общие вопросы. Шар, буквально большое омовение затронем, и потом вам домашнее задание. А на вопросы. То, что портит большое омовение. То есть, когда надо брать гусль, когда надо брать его. Первое. Половая близость или интимная близость. То есть, хатының бірін юклау. Именно джинси мунасабат. Не просто крайында юклау, а именно джинси мунасабат. Половая близость, русша айтканда. То есть, получается, половой орган джинси ағзадан сперма шықса, шул вақытта гусл оларға обязательно. То есть, гусульсіз тахарат кена уже не пойдет. То есть, не считается. Шуның үшін гусл оларға керек. Гусулның тәртібін біз енді яздық. Екіншісі, мұнда язырға була. Бәле яшына ирешкеш гусл алу. То есть, когда достигаешь совершеннолетия, вот полюция, я говорил же, да? Полюция, шул вақытта гусл алына. Когда достиг совершеннолетия. И еще одно, когда человек принимает ислам. Ислам деген кабул иткенде. И дүртіншесін язып қойдыңыз, желательно, уже не обязательно, а желательно, жұмға намазы алдыннан, һәм бәйрәм намазлары алдыннан. То есть, тәнің чиста болса енді. Но обязательно, вот, как бы в наших бик ешашырында, вот, половая близость. То есть, хатына мен жинсе мөнәсәбәт қылғаннан соң. Мында уже тахарат кына не поможет. Мында гусл алырга керек. Четвертое, желательно, уже это не обязательно, жұмға намазы алдыннан, һәм бәйрәм намазлары алдыннан. Tamam mı tapkar? То есть половая близость, джинси мөнәсәбәт хатының белән. То есть именно джинси ағзадан сперма чыгу. Икенчесе, ул да болса, кеше балиг яшына җиткәч, то есть до совершеннолетия, когда человек принимает ислам дин кабул иткәндә, һәм дүртенчесе желательно җомга намаз алдыннан яки бәйрәм намазлары алдыннан. Тут дүрт. Есть вопросы? Именно по этой части. Так, сезгә үй эше беренчедән менә бу тахарат тәртибен, гусл тәртибен һәм аларны боза торган әйберләрне белергә. Это первое. Әйбет. Икенчесе, Фатиха сурасын кем белми? Кулын күтәрсәле. Фатиха, Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Менә шул сураны как бы ятлап килергә. Ятларга тырышырга. То есть сезнең бер атна вакытыгыз бар. Тырышыгыз. Если что, уж этот. И әйтеп китәмчә, иң зур корал, иң көчле корал мусулманның улда булса нәрсә? Нәрсә булды? Иң көчле корал. А? Дөрес, дуа. То есть самое сильное оружие мусульман это дуа. Это Аллахтан сорагыз. Я Раббалам миңа тел ачкычлары, зихир ачкычлары насыйп итте. Шуның белән үй эше булды. Сорауларыгыз, нинди вот общий сораулар бар? Так. Общий сорау икәүне. Не сораганы инде не тәнәс булганда. Алла берсе, Алла бuyursa, Алла кушса, дөрес. Барысы дөрес. Чөнки Аллах тәнә мөтен әйбер. Аллах буйырса, то есть если Аллах бул бит инде Аллах Тәала кун дисә, бул дисә ул әйбер була. Бу буйыру. Аллах теләсә, то есть Аллах Тәала теләсә генә бөтен әйбер килеп чыга. Һәм Аллах өченчедән кушса, Аллах Тәала куша, будан беркемдә кушмый. Там опять политический вопрос. Христианнар узмакка крамый булса идеме? Юк. Мусульманнар накай. Ая. Так, сезнең сорауыгызга җавап карагыз абый. Получается, ике намаз арасында. Кайсы бер кешеләр әйбит,
Алар күні бойы тахаратны бұзмайша 5 намазына бір тахаратдан оқилар. То есть проблема мында жоқ. Мен айрат кетіп тұрар. То есть мында именно хикмет нәрседе намаз алдынан тахаратың бармы, юқмы? Сен mesela irtəmən тұрдың, irtəngə namazını оқыдың, irtəngə тұрдың, тахарат алдың да irtəngə namazı оқыдың. Анары үйлі, екенді ақшам оқырға бола, есті оқырға бола, проблем жоқ. Главное, ол тахаратың юғалмасын, бұзылмасын. Шуларда хикмет. Ну, анурсызга қойтасың да? Онда бит тотасың нәрседе, например, ошарга можно. Йо, абай, вот біз яздық, бозатыр, тахаратны боза тұрған айберлер. Шул айберлер болмаса, тогда проблем жоқ. Так, ая? Ничек? Да, Фатиха. Аль-Фатиха. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, Ар-Рахман Ар-Рахим, Малики Яумиддин. Ияка набуду, ияка настаин. А? Суббота кында була. Ая, икенче дәрес була шимбе суббота күні сәт 9-да. А еще такой, Амали не взял, там тахарат намаз еще есть. Ну, тахарат 2 раката это есть. Ну давайте, пока это уж все дополнительно, там очень много чего есть. Но главное, пока основу возьмем, а потом дальше. Хорошо? Сұрауларыңыз болса, бит. Сұрауларыңыз болса, менің телефон номерімді жазып ала аласыз. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.